Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Персонально ваш. Здравствуйте, «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. Мы продолжаем свои программы. Меня зовут Руслан Валиев. В эфире «Персонально ваш», в гостях которой находится руководитель аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан, публицист Шамиль Валеев. Добрый день. Добрый день, Харликан. Я напомню номер для ваших смс-сообщений и сообщений в мессенджере Telegram, с помощью которых вы можете присоединяться к нашему разговору. +7 927 304 10 51. Не забывайте, конечно же, подписываться. И не забывайте смотреть прямую трансляцию в Фейсбуке и на Ютубе. Давненько мы с вами в нашей студии не собирались. Я уже думал, в опалу попал. Столько всего произошло. Мы практически в другом мире оказались в связи с коронавирусом. По крайней мере, многие спикеры у нас тут об этом говорят. Вот хотелось бы начать, наверное, с таких формальных, важных вещей. Все-таки Общественная палата, некая такая структура, которую часто критикуют у нас на радиостанции. В общем, для этого она и существует, чтобы вам на радиостанции было о ком поговорить. Наравне с СПЧ ее критикуют, но я даже, наверное, присоединюсь в этом смысле к критике, потому что СПЧ совершенно никак, скажем, не поддерживаемая и не финансируемая организация, а Общественная палата, она имеет какую-никакую структуру, какой-никакой аппарат. Ну да. Это вы просто завидуете. Может быть, но так или иначе хотелось бы все-таки понять, для чего? Вот в условиях коронавируса того же, что хорошего ОП сделало для жителей республики? Наши члены Общественной палаты неоднократно скидывались для того, чтобы, для покупки продуктовых наборов. Своими деньгами? Своими живыми деньгами из кармана. Это, просто не всегда это как бы светится, но это было сделано. Это предприниматели состоятельные? Зачем? Где у нас там предприниматели состоятельные в Общественной палате? Я надеюсь, следующие будут, пока нету. Пока дорабатывает пятый состав Общественной палаты. И потом очень заметна была деятельность Ольги Юрьевны Панчихиной, которая, возглавляя Общественный фонд развития города и Общественную палату, один из самых активных и первых людей, которые участвовали во всех процедурах. И недавно только они, через ее фонд, громадные деньги на покупку СИЗов, пришли в регион, ей доверяют крупные, скажем так, жертвователи. И это тоже за счет Общественной палаты, я думаю, что идет. Каждый на своем месте что-то делал. Олег Сергеевич Галин постоянно участвовал там. Он и там, и тут, кстати, в СПЧ. В СПЧ. Я не знаю, там, какой, как нам его делить. Потом, в общем так, значительная часть членов Общественной палаты активно принимал участие во всех этих процедурах. Просто иногда это дело по-мусульмански, чтобы правая рука, когда делает доброе дело, левая об этом не знает, например. В общем, мне не стыдно за палату. Нормально и за палату, и за ОНФ. В общем, нормально адаптированные организации. ОНФ вы упомянули, Общероссийский народный фронт. Параллельно я еще, как Бричалов когда-то был, параллельно я еще сопредседателем Общероссийского народного фронта, регионального штаба Башкирии. Здесь это у меня, должен, государственное казенное предприятие, а ОНФ это, общественная работа. Тоже не стыдно. Мы, не ревнуя, не соревнуясь, и с Единой Россией, ОНФ, Общественная палата, мы друг друга помогали, поддерживали, ничего не делили. Это как раз такое время было, когда, и сейчас, оно, к сожалению, пока продолжается, но такое время, когда требовались активные действия, исполком ОНФ, член штаба ОНФ, вместе с волонтерами-медиками акции, и тоже на слуху, наверное. Не стыдно. Смотрите, то, что не стыдно, это, конечно, классно, но за что критикуют часто общественные организации, инициированные сверху, как, например, Общественную палату, это за то, что... Общественная палата не общественная организация, это некий консорциум активистов и общественников. За что критикуют? Ну-ка. Так вот, за то, что эти консорциум, пусть будет в данном случае, в свою очередь не вскрывает какие-то болевые точки, не критикует действующую власть за ее просчеты и ошибки. Неужели ничего такого не заметили, скажем, в процессе коронавирусной пандемии? Давайте распределимся наконец-то. Раз уж я разговариваю со членом СПЧ,
то... Не, сейчас я просто журналист здесь. В общем, определенный круг, общественники в разных кругах собираются. Вот. Есть те, которые против всего плохого, например, это ОНФ. И есть те, которые за все хорошее, это общественная палата. Хотя, тоже есть процедура общественного контроля, там, вот. Многие процедуры не всегда, скажем так, вдохновляющие, а скорее с отрицательной мотивацией в базе, да, вот, просто наша обычная деятельность членов общественной палаты, там, проверка пионерских лагерей, борьба с кибербуллингом, это немножко вдохновление НКО на участие в президентских грантах. Там куча деятельности, вот, но она просто разноплановая, она немножко размывается, поэтому отвечать на вопрос, чем занимается общественная палата, я привык. Вот, и так, против всего плохого это ОНФ, за все хорошее это общественная палата, а те, кто отчаялся, те идут в СПЧ, как я понял, обращаются, по крайней мере. А если вот все-таки, кроме шуток, да, вот лично вы заметили что-то плохое, сложное, недоработанное вот в период этот со стороны, я не знаю, Минздрава, каких-то чиновников муниципалитетов, которые, если не палки в колеса вставляли, то относились с меньшим пониманием, там, не давали зеленый свет, условно говоря, в вашей деятельности? Или вообще у нас четко все в республике понимают, где надо помочь и так далее? Вот в этот весь период, практически полностью, поскольку, деятельность там, общественной палаты и, аппарата общественной палаты, она приходила в режиме самоизоляции, включая и с учетом возраста, допустим, членов общественной палаты, да, многих. Вот. Я занимался в ипостаси ОНФ-ской. И я скажу, что нам шли навстречу. Хотя мы, ОНФ это не региональное, скажем так, подчинение организации. Вот. Что касается там, Минздрава, я думаю, что мы республика оказалась в ситуации, когда все медицинское сообщество, как субъект общественных отношений, впервые проявило свое лицо с советских времен. Вот. Мы просто не знали, кто за медицинскими масками, с тех времен еще. Я так понимаю, что эта система достаточно, не скажу клановая, чтобы избежать ненужных аллюзий, я скажу кастовая эта система, то есть люди, которые предназначены для службы в армии, для службы в полиции, журналисты, это тоже кастовая работа, и медики тоже это кастовая работа, в которую попадают, при всем уважении, в основном по наследству. По наследству, да. И это, наверное, неспроста. Это, мне кажется, это какой-то природный механизм. Не так уж сладка работа медика, чтобы передавать ее по наследству. А кроме того, что вот эти моменты высветились, что-то еще нам удалось понять по поводу нашей медицины? Действительно, ведь республика в негативном свете прославилась в апреле. Прославилась. Скажем так, я видел по вашим сообщениям, достаточно вы этот эфир со многими экранами, где участвовали все стороны, да, дали вы всем, молодцы. Я по ним составлял свое впечатление, так же, как и обычно, я надеюсь, не хочется обращаться в больницу никогда. Вот. Что я для себя отметил? Я заметил признаки кампании, информационной кампании. Вот. Я не смог разобрать, откуда она инициирована, то ли там откуда-то из башен Кремля, то ли это какая-то там оппозиция, то ли это фарм или поставщики медтехники, которые так или иначе лоббируют, или пытаются лоббировать те или иные назначения или отставки в медицинской сфере, потому что от них эта жизнь зависит. Но я заметил признаки кампании. Для ваших, скажем так, подписчиков в визуальных каналах я покажу, вот такой график есть. Резкий взлет, ровная плата кошмара и резкое падение интереса. Также я впервые заметил это на случае с Кроношпаном, что когда частость, упоминаемость темы резко взлетает, долго держится, П-образно падает, это точно кто-то регулирует. Есть бюджеты, есть впрыски, есть заинтересованность, поддерживается интерес. Как только снимают, политтехнологов, сразу это обрушивается. И у меня четкое представление о том, что кампания, она была, несмотря на все ошибки, косяки допущенные,
когда, ну, вот, организаторы нашего здравоохранения впервые столкнулись с этой ситуацией. Попробую возразить. Вот когда Кардашпана касается истории, наверное, это как бы не столь злободневный вопрос, который действительно нужно подогревать. И если там наблюдается вот эта плата, то можно сделать выводы о том, что это имеет признаки компании. Но здесь же все-таки история такая, более животрепещущая, что ли, касающаяся каждого. Ну, помимо, ну, вот, тех безусловных потерь и, ну, вот, заражений, и, ну, я искренне сопереживаю людям, которые потеряли своих близких и подвергаются опасности, и до сих пор еще, допустим, наши медики заходят в эту зону, и ничего, ну, легче еще не стало, на самом деле, несмотря на то, что все привыкли. Вот. Я думаю, что вопрос повторите, пожалуйста. Ну, я все-таки хотел возразить, что все-таки невозможно, это не признаки компании. Да, вот важный момент, который, ну, я не хотел бы упускать. Вот у нас была первая неделя ужаса, когда первая неделя апреля, последняя неделя марта, когда все привыкали к этой ситуации. Но статистика этого не подтверждала, на улице там трупы не валялись, скорая помощь на улицах никого не хватали, ну, на цепях никого никуда не вели, и мы расслабились, почувствовали коллективным своим мозгом, что прошло мимо нас. И тут началось очаговое, предсказанное еще там, ну, заранее распространение, которое, в принципе, обычное для, ну, по миру для этой ситуации. И вот контраст между тем, что мы на первой неделе расслабились и почувствовали, что это мимо нас прошло как-то, и резкий всплеск статистики, и резкий всплеск информационных сообщений и фейков на эту тему, вот это было, ну, реакция приема первой волны ужаса. И вот это очень сильно простимулировало, ну, вот такую реакцию. Вот. Вот вы много лет в журналистике работали, скажем, при Рахимове еще, при Хамитове и вот при... Одна публикация у меня даже при Шакирове вышла. О, как. Соответственно, вот эта медицина, которая имеет свои особенности, как вы верно заметили, наверное, она так или иначе у нас, ну, сохраняет, что ли, некую преемственность. Вот хотел бы в сравнении, чтобы вы все-таки прокомментировали. Сейчас на фоне всей этой истории больше всего критики в адрес руководства региона доносится именно с точки зрения медицины. При этом многие отмечают, что были все-таки попытки изменить устоявшуюся картину приглашением там варяга в лице Максима Забелина, да, который стал министром здравоохранения. Получилось, что это бесполезная затея была? Ну, почему? Начали трогать систему патрон-клиентских отношений с учетом интереса и тех, кто вот, ну, образ жизни свой как бы, ну, привык. И, ну, я не хочу с медиками ругаться, я, ну, боюсь, вот, но, тем не менее, и интересов фарм-бизнеса, там, поставщиков медицинской техники, вот сложно, как бы, ну, мы же знаем уже с прошлых, скажем так, с прошлых вождей, что назначение главврача — это такая острая тема, да, которая курируется чуть ли там не с самого верху, потому что, ну, вот, ну, что такого, да, одно дело директора санатория назначить или, ну, главврача больницы. Главврач как министр, даже больше, чем любой министр у нас обсуждается. Каждое назначение главврача, это, ну, традиция с хамитовских времен еще началась, да. Вот, ну, понятно, что тема такая, как бы. И вот мы, конечно, отошли, но все-таки Альберт, вот радиослушатель, нам напоминает тему общественной палаты, уточняет он точнее. ОП — это благотворительный фонд? Нет. Спрашивает он, видимо, комментируя ваш ответ по поводу деятельности. Нет. Альберт, как его фамилия? Не знаю, вот он подписался, Альберт, и все. Ну, Альберт. Есть разные Альберты. Альберту рознь. Вот. Это не благотворительный фонд. Это такая площадка, ну, скажем так, чтобы вот все между собой не перессорились, наверное, так, если так по-простому на пальцах объяснить. Это не благфонд. Вот, это просто, ну, люди, которые, вот, общественники, там, комсомольцы 80-х, там, 90-х, там, 2000-х, ну, в одном месте собираются и по какую-то важную тему могут актуализировать. Иногда получается, иногда нет. Вот. И иногда мы можем докрутить какое-то письмо, которое игнорирует от человека. Ну, чиновник, ну, человек пишет там чиновнику, его там игнорирует. А вот если это за подписью там члена общественной палаты пойдет, или там председатель. А много таких писем в среднем? Полно, ну, десятки. Они расписываются там по комитету. Они, то есть, все обрабатываются, и каждый месяц есть какое-то количество. Оно стабильно или как-то растет, падает? Ну, вот довольно ровное.
Еще один вопрос про общественную палату, скорее предложение. Обсудите на Совете Общественной палаты установку памятника напротив Белого дома вахтовикам Республики Башкортостан, главным кормильцам Башкирии. Как вам это предложение? Я абсолютно согласен с тем, что у нас есть невыраженная и не проартикулированная часть общества, 200 тысяч человек, зимогоров. Вахтовики начались не при Хамитове, не при Рахимове. Это история абсолютно давняя. Вот, что на каждой улице в деревне есть там несколько человек, которые приезжают летом, привозят бабушке, маме своей 3-литровую банку черной икры и там неделю как бы всех угощают. Смотрите, их всегда было много и в советское время, но сейчас порой в деревне только эти люди, единственные, которые зарабатывают. Они и пенсионеры, да, и самогонщики. Вот. Есть такая тема, и я уверен, что вахтовики требуют особого, доброго слова и там памятника, особенно те, которые привозят деньги в Башкирию, отправляют, связывают свое будущее с Башкирией, которые, еще, в принципе, не старые люди возвращаются после своей там вахты в местах, где недостаток кислорода, и здесь, живут, такой спокойной своей жизнью. И это другие люди, с ними легче разговаривать. Я всегда, детей вахтовиков, людей, которые, вернулись откуда-то, я с ними всегда легче дружил, и будучи студентом, и будучи школьником. Это, другие люди, они легкие на подъем и ценят дружбу. Раз уж мы памятники упомянули, сразу вспоминается совсем еще недавняя история с установкой бюста Александру Колчаку в Стерлитамаке. Предприниматель на своей территории за свои деньги установила, администрация ночью, чуть ли не физические силы применяя, с использованием Росгвардии памятник снесла. Мне не понравилось не то, не другое. Да, это как бы, какой-то такой, не памятник согласия, несмотря на то, что по центральным каналам вроде как фигура Колчака там из белогвардейца легитимизирован через там Хабенского, да. Был фильм 2007, правда, уже года, да, действительно, «Адмирал». Да, и опять-таки, и постановка, и снос мне очень не понравились. Это значит, что, Стерлитамак очень крутой в плане развития общественной мысли город. И, пока таким вот образом. Может быть, они научатся договариваться, разговаривать. И другого как бы варианта нету, чем, разговаривать между собой. И, у меня тоже масса идей по поводу памятников. Я 10 лет ждал, пока табличку на доме Довлатова, то есть, повесили. Ага. Даже больше. Это, конечно, интересная тема, но по поводу разговаривать со Стерлитамаком действительно не очень просто. Власти вообще никак не комментируют. В этом смысле в Уфе у нас гораздо проще журналистам. Там сейчас есть как бы тема создания. Стерлитамак — это город, где была создана общественная палата вперед всех в республике. Вот сейчас идет, пока приостановлен, сейчас пойдет процесс перезагрузки общественных палат во всех, где сроки истекают общественных советов, и признаком того, что палата более-менее перезагружена, состоит не всегда из удобных людей, а людей, которые могут дать альтернативные мнения, а не только поглаживать там муниципальные власти. Эта процедура под нашим, насколько это возможно, каноническим наблюдением идет. Уже идет. Да, я надеюсь, что со Стерлитамака он начнется, и мы хотим, чтобы там была боевая, хорошая общественная палата, которая будет учить культуре разговора и урбанистического договора и местные власти, и местных харизматичных людей. Вот, там есть действительно люди, там еще есть предприниматель, который вешал баннеры с призывом защитить Куштау. Будет ли в общественной палате Стерлитамака кто-то, кто имеет иную точку зрения по поводу разработки шаханов? Скажем так, через нас будут проходить предложения от стерлитамакской общественности, от властей. У нас такого признака вырубать по мнению, по какому-то, такого нет. А это наверное, сейчас в подробностях, конечно, мы не разберем, но коротко, какой шорт-лист вопросов, что ли, которые задаются человеку, когда принимается решение о его членстве? Это на усмотрение органа, который создает свою общественную палату. Какой орган создает? Муниципалитет. Или орган, региональный орган исполнительной власти. Везде, где эти общественные советы есть. Понятно, что они везде, где работают, где не работают. Но у нас общие требования для того, чтобы общественные палаты были палатами,
ну, Москва не сразу строилась, но постепенно, чтобы там были люди, ну, с мнением, чтобы там были люди, вот как я не хочу никого лоббировать, как ребята из Сибай-Дыши, чтобы там были, допустим, в Сибае. Вот. И, ну, мы с ними визуальный контакт как бы поддерживаем, иногда там, ну, разговариваем, и с теми, ну, кого-то видим, вот, ну, кого знаем, мы хотели бы видеть активных людей, за которыми кто-то есть. И, ну, не в смысле там... Да-да, а группа поддержки. Не активист, а общественник настоящий, вот, чтобы был. Мы этого хотим. Вот к Общественной палате с точки зрения Конституции мы вернемся, наверное, уже после перерыва. Значит, сейчас вопрос еще был от слушателя, вот куда он у меня исчез. Так, ну ладно, давайте прямо сейчас начнем эту тему. Действительно, у нас 1 июля будет голосование по Конституции. Насколько уже известно, только Общественная палата будет иметь право направлять наблюдателей на участке. Ну да, направляет общественные организации, партии. Мы перед самым, 25 что ли, марта успели, вот перед самоизоляциями, ну, с десятками разных общественных организаций заключить соглашение о том, что они будут в этом процессе участвовать и выдвигать. Вот. А мы просто поможем их оформить. Вот. Партии там были, ну, много-много общественных организаций, вот, которые до нас добежали. Это вот еще день, и дальше начались процессы самоизоляции. Уже в масках мы сидели. А сейчас добежать еще дополнительно людям можно будет? Могут, да, и я призываю это делать активно. Пожалуйста, заходите на сайт ОП, там Башкортостан.ру, там есть условия, ну, какие документы надо представить, чтобы стать общественным наблюдателем. Их нужно много. Участков у нас там, ну, 3,5 тысячи, насколько я понимаю. И то есть чем больше, тем лучше. Неравнодушный гражданин, который нас сейчас слушает, да. Хочет, он должен прийти к вам с паспортом, достаточно? Там есть, ну, определенный, как бы, ну, набор документов. Ну, мы экселевскую таблицу заполняем. Вот. Но там нет каких-то сложных цензовых моментов, типа только высшее образование? Нет, ни в коем случае. И всех принимаете, всех желающих? Да. И эти люди будут работать в течение всех этих 6 дней? Сколько будет длиться голосование? Пока вот... Я вот боюсь, ну, сказать неправильно, потому что вот сейчас только везде, ну, информация проходит, сколько эти дни, когда эти дни начнутся, ну, вот просто насколько обновилась эта процедура. Ну, в общем, да. Мы продолжим разговор с руководителем аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Шамилем Валеевым после перерыва на новости. Присылайте вопросы и оставайтесь с нами. Часов 30 минут московское время. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Ирина Меркулова в студии. Главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов обратились с письмом в адрес министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Это связано с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны. Авторы письма обращают внимание на то, что нарушен прямой приказ министра. К письму прилагаются номера жетонов и фотографии, сделанные во время задержания на Петровке 38. Среди задержанных, напомню, были журналисты «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев. Они пожаловались в Следственный комитет на действия полиции в связи с воспрепятствованием журналистской деятельности. 70-летний пенсионер из Владивостока Виктор Королев, обвиненный в государственной измене, объявил голодовку в СИЗО Лефортово. Об этом ТАСС рассказал адвокат Артур Катанский. По его словам, Королев держит голодовку с 1 мая. Он отказывается от пищи и лекарств и пьет только воду. Таким образом, обвиняемый протестует против того, что следствие не реагирует на его жалобы и требования провести служебную проверку в отношении оперативников, задерживавших Королева. Пенсионер отрицает свою вину, его уголовное дело засекречено. Российские кинотеатры могут открыться в середине июля, считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его оценке, театры и концертные залы заработают на последнем этапе снятия ограничений осенью. Чернышенко отметил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, количество заболевших на одном уровне в течение 14 дней. В России на сегодняшнее утро зарегистрировано 8863 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки умерли еще 182 пациента, сообщает оперативный штаб. Общее количество инфицированных превышает 423 тысячи человек. Российская армия начинает подготовку к проведению парада в честь 75-летия Победы. Об этом объявил министр обороны Сергей Шойгу.
Верховный главнокомандующий высоко оценил действия вооруженных сил в борьбе с новой коронавирусной инфекцией как в стране, так и за рубежом. Он приказал начать подготовку к военным парадам во знаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 24 июня они пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений вооруженных сил. Планируется привлечь 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. В параде на Красной площади будет задействовано около 14 тысяч человек, в том числе более 800 воспитанников довузовских учебных заведений и юноармейцев. Шойгу добавил, что на парад на Красной площади также приглашены парадные расчеты 19 иностранных государств. Доллар на завтра 68 рублей 98 копеек, евро стоит 76 рублей 78 копеек. Это курсы Центробанка. В Москве в ближайшие сутки облачно, дождь местами сильный. По прогнозу завтра днем плюс 16-18 градусов. Сейчас в столице плюс 10. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы». Отвечает Александр Друзь. Купить недвижимость по старым ценам еще можно. Только покупать надо с умом, у надежной компании и на финише строительства. Это жилой комплекс «Умный дом», который возводит строительная компания «Стройфедерация». Жилой комплекс «Умный дом» на Злобина уже построен. Идет отделка качественными материалами импортных брендов: ламинат «Эггер», кондиционеры «Балу», радиаторы «Пурмо», лифты «Отис» с дизайном от студии Porsche. Успей купить последние квартиры по старым ценам. Звони сегодня. 280 10. Застройщик ООО «ИСК Стройфедерация». Проектная декларация на сайте стройфед.ру. Внимание! В аптеках Фармленд феноменальный кэшбэк 10% на все покупки от 500 рублей. Скидки сохраняются. Приходи, покупай, экономь с Фармлендом. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует с 1 по 30 июня 2020 года. Подробности в аптеках Фармленд. 3 июня вместе с гостем студии «Эхо Москвы» в Уфе, руководителем учебного центра компании «Финам» Алексеем Чунтоновым поговорим о вебинарах и новых учебных темах. Слушайте эфир в среду в 8:45. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Кастрация. Бестереу. Неудачная кастрация. Юнхед бестереу. Неудачная кастрация. Юнхед бестереу. В Уфе после неудачной кастрации скончался жеребец. Өфөлә юнхед бестереу аркаһында яшь айгыр һәлак булган. В Уфе после неудачной кастрации скончался жеребец. Өфөлә юнхед бестереу аркаһында яшь айгыр һәлак булган. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш» в прямом эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев. Вместе со мной в нашей студии руководитель аппарата Общественной палаты и публицист Шамиль Валеев. И вот как раз, продолжая разговор про предстоящее голосование по Конституции, теперь вопрос как именно к публицисту, к человеку, который зачастую комментирует или комментировал в основном в прошлом разные общественно-политические процессы. Вот то, во что превращается голосование по Конституции, вот то, что мы с вами говорили, да, то ли там 5, то ли 6 дней, оно, мягко говоря, вызывает вопросы. Вот вы как гражданин, как публицист для себя, вот что видите в этой истории? Если люди будут иметь возможность голосовать даже без паспорта, но это совершенно же в полный фарс может превратиться. Я про без паспорта не знаю, пока у вас были свежие, может быть, данные. Ну вот последние, я тоже не могу 100% утверждать, я но думаю, что услышал об этом. Паспорт, да? Вот. И я думаю, что если вот, от политики немножко отойти, то это часть общего как бы глобального процесса перехода от представительной демократии
к прямой демократии. То есть, ну, рано или поздно, а вот мы поняли, что наша история может там вот с удаленкой развиваться скачками, очень не за горами при нашей жизни еще будет тот период, когда мы будем голосовать по смартфону и на госуслугах. Вот. У нас такое будет? Я уверен, очень скоро. Это приведет к улучшению ситуации с прозрачностью и честностью, или наоборот, в наших условиях всегда это вопрос регулятора, всегда вопрос общественного договора и доверия. Да, вот раз у нас как бы, ну, страна, вот как она есть, существует, несмотря на там пыхтение слева и справа, ну, значит, общественный договор у нас какой-то соблюдается, и все, в общем, согласны с тем, что происходит. Вот. Могут не доверять. Вот эту позицию я вот как бы, да, не то чтобы я с ней не согласен, но вы ее неоднократно излагали про общественный договор. Получается, что на сегодняшний день, несмотря на вот эти вот все злоключения, связанные с ковидом, с падением цен на нефть, с падением доходов и уровня жизни, народ также продолжает безмолвствовать, и его устраивает. Не безмолвствовать, а активно воспринимать государство как необходимую, ну, вещь для жизни. Потому что все, ну, насколько все с доверием и, ну, вниманием относились ко всем рекомендациям по поводу безопасного поведения, там, социальной дистанции, вот это, ну, для меня было неожиданно. По крайней мере, ну, вот весь апрель. Ну, я-то каждый день ходил там по общественным делам с пропуском, ну, там в ОНФ, к волонтерам-медикам, в общественную палату. Ну, как бы у меня всего 2 дня там самоизолирующих, когда я забеспокоился, просто есть. Я видел, что на улице никого нету. Да, что люди это говорит, что люди доверяют государству. Да, потому что это сигналы, синхронизированные сигналы, которые ловили от государства. Вот. Ну и мы поняли, что... Я понял, что более того, возросла потребность государства, потому что вот эта ложная открытость мира, когда раз, и тебя из отеля на Гоа, где ты на зимовку уехал, и так делал 15 лет, со времен начала дауншифтинга, да, раз и закончилось. А кто тебя подберет? Вот Бориса Быстрова кто подобрал? Да? Потом вахтовики, да, которые, ну вот, платят они налоги там, оказались не нужны местным, вот, в той местности, где они работают. Вот, насколько я знаю, их как раз возвращали за счет работодателя. Ну, как это организовать? Вот, могли возвращать, могли не возвращать. Это была позиция. Я не знаю, за счет чего это финансировалось. Но мы же понимаем, что там, одна бытовка, да, одна таблетка — это тебе от поноса, это тебе от насморка. Вот, при всем уважении к крупным компаниям, которые наших вахтовиков временно используют. Вот. Но получалось, что вот государство, региональные структуры и вся ответственность, в принципе, не вся ответственность, значительная доля ответственности с федерального уровня была делегирована субъектом федерации. Это не в пиаровских же целях, а это и органично было и с точки зрения государственной политики, и организации процессов. Вот эти полномочия нужно оставить, на ваш взгляд, на будущее после всей этой истории, или надо обратно забрать для Москвы? Полномочия развивать свою медицину надо, надо еще больше вкладывать средств в развитие региональных дел и проектов. Денег, да, а полномочий? Полномочия. Я против того, чтобы впадать там в 90-й год. Я был на этой площади, когда Ельцин говорил, там, берите столько суверенитет, сколько проглотите. Несмотря на то, разговоры о федерализме, там, об унитаризме, я не склонен поддерживать эту повестку. Я думаю, что... То есть вы империалист в этом смысле? Я не империалист, я сторонник здравого смысла. Я против того, чтобы у нас было там КГБ Татарстана. КГБ СССР. Наверное, про КГБ-то речь не идет, но я вот сейчас просто... такое было. Да, было, но сейчас у нас совершенно ничего не осталось. Я за то, чтобы было МВД по РБ, а не МВД РБ. Ага, то есть как сейчас? Да, да, потому что, я видел процессы, скажем так, суверенизации. Но у нас же сейчас от федерализации вообще ничего не осталось, от федерализма точнее, да, вот даже сравнить с пресловутыми Соединенными Штатами, те штаты, точнее, американские штаты гораздо больше полномочий имеют и в денежном выражении. Пускай, путь федерализма, видимо, длительный. Вот, и, скажем так, по отдельности никакой из регионов, никакой
турецкой там, или какой-то американской секте, или там, раскачивать, откусывать, не позволено будет. А почему сейчас даже диалог об этом вести не позволено? Вот я сейчас имею в виду пример того же Айрата Дильмухаметова, да, который просто теоретически рассуждает, а его сажают в тюрьму за якобы призывы к нарушению территориальной целостности. Я бы уклонился от любого разговора про этого, скажем так, деятеля общественного, вот, потому что любое слово может быть неправильно истолковано как в крайних средах, так и среди силовиков. Можно я не буду поддерживать этот разговор? Я его знаю давно. Можно не называть фамилию Дильмухаметова, а просто сказать, почему у государства такая жесткая позиция к этой теме в принципе. Какой теме? К теме федерализма. Потому что есть опыт, когда от темы федерализма до темы сукцессии один шаг. И, Россия, вот я видел на глазах процесс дезинтеграции моей страны, которая началась там с распада Советского Союза, и я помню моменты начала 90-х, когда, всерьез приходилось задумываться, а Башкирию-то в ООН примут или не примут. Угу. А вот вы как представитель все-таки коренного этноса разве не приветствовали тогда эту историю? Одного из коренных этносов, скажем так. Я учился тогда на ИСФАКе, это происходило у меня на глазах. Вот. Все бурлило, тем более на ИСФАКе. Все это бурлило, и видимо, историческое образование позволяло мне находиться вне этой ситуации. Вот. Я, поддерживая тему, то, что у каждого этноса должна быть своя, своя краска, свой там, язык, и он должен сохраняться. Вопросы государственности, не знаю, может быть, в 94-м году, когда Россия была не так сильна, как сейчас, я принял присягу, будучи пиджаком, и наверное, от нее не отступлюсь. Присягу российскому государству. Тогда оно еще было такое слабенькое, а я в него поверил, это мой проект. Россия — мой проект. То есть, подытоживая, вы не согласны с теми людьми, кто говорит, что сейчас совершенно уничтожаются эти скажем так, элементы хоть какой-то государственности на местах. Хотя народ... У нас есть одна государственность, один суверенитет Российской Федерации. Вот, и на этом все. Ага. И неправы те, кто говорят, что это империя, которая ведет, в общем-то, жесткую политику на местах, совершенно противоестественную с точки зрения эволюции. Не согласен? Я вижу точечное регулирование процессов крайности. Вот, очень точечные. Точечные? Государство в целом право, я так понимаю, и вообще не ошибается, что ли, ни в чем. Государство может ошибаться. Вот, это не если мое государство даже ошибается, это не повод мне призывать к его, дезинтеграции. Не об этом речь. Но, может быть, это повод указать на ошибки, сказать, вы не... А давайте поговорим, а давайте это обсудим. Давайте поговорим и обсудим. Вот СПЧ, например, если это орган. Вот. Можно на эту тему разговаривать, просто скажу, почему я мнусь. У нас в регионе пока еще культуры конфликтного диалога еще не выстроены. Ряд особенностей, где некоторые слова табуированные. То есть решение суда по Башкорту это как раз об этом говорит, о чем вы говорите, что эта дискуссия не идет и не выстроена. Я пока вижу там в основном манипулятивную историю. Вот. С чьей стороны? Это организации. Ага. То есть... Часть... Давай я буду уклоняться от имен, фамилий, чтобы никому не навредить, но я видел, что ряд СМИ, либеральных, скажем так, оживляли эту повестку и вводили в публичное пространство людей, которые раньше там не были. Угу. В частности, «Эхо Москвы». Да, когда речь идет о судах, об ограничениях каких-то таких публичных даже прав. Это было чуть раньше. Появились, многие герои этого толка появились с этого места, где я сейчас сижу. А что с героями-то? Люди, имеющие какую-то свою позицию, о чем-то разговаривающие, их признают экстремистами. Разве это нормально? Давайте верить суду.
Да, ну нет, есть решение суда, а есть материалы дела, есть процесс, который когда ты наблюдаешь, ты видишь, что происходят какие-то странности. И эти странности наводят на мысли и сомнения по поводу объективности суда. Когда суд не принимает аргументы одной стороны, а принимает аргументы другой стороны. Мы уже достаточно для вашей позиции сказали слов по этой теме. Ну как, нет, все-таки хотелось бы понять, почему же вот вы так не готовы, что ли, об этом говорить? Я не готов в кулуарах, я готов об этом говорить в кулуарах, не готов об этом говорить публично, потому что, скажем так, люди, имеющие определенную этническую, позицию и элементы нетерпимости, они очень уязвимы. Вот, и мне не хотелось бы... И обижаются быстро. В том числе обижаются. Для многих, я сам был под градом критики националистов с разных сторон, разных национальностей. Они очень похожи друг на друга. Они выпрыгивают поверх толпы, видят друг друга. И аргументация у них похожа очень. В этом смысле, наверное, отчасти соглашусь. Я не хотел бы кормить. У нас потихонечку эта история должна сходить на нет. Этнической нетерпимости. И то, что эта идентификация у человека главная. По нетерпимости, конечно же, я согласен. Вот как раз вопрос, наверное, вот в эту тему спрашивают вас, какое вы отношение имеете к телеграм-каналам, в частности, Техас Хабирова, и к текстам, которые там публикуются. Имеете ли вы отношение, спрашивают себя? Я считаю, что у меня двоякое отношение, во-первых, к самим вещаниям телеграм-каналов. Скажем так, когда мне было лет 30, я думал, что интернет анонимен, я мог вести какие-то сайты. Сейчас, для меня это какое-то, глупое пионерское какое-то занятие, мне неинтересно заниматься телеграм-каналами. Это ответ на вопрос. Веду ли я эти телеграм-каналы или нет? Нет. Однозначно нет. Второе, это слишком легко как-то манипулировать, что ли. Утром встал, глаза продрал, большим пальцем что-то натыкал, и вся республика вертится. Это похоже на действия студентов-вирусописателей, которые в 90-е годы писали вирусы программные. И каким образом, таким каким-то образом обозначали. Но это и маркер того, что действующие СМИ, они настолько зарегулированы, что, скажем так, народная мысль должна, верит еще, всякой фигне, любой фигне, которая написана в телеграм-канале, не разбирая этого. Нету ни одной мотивации, медийной мотивации. Может быть, не медийная же мотивация, а финансовая, например. Какая? Какие-то интересанты сидят, и им нужно интересы свои реализовать. Им нужно кого-то кошмарить, нужно сводить счеты. Я не уверен, что у них на региональном рынке можно собрать какую-то рекламу. Я не думаю, что они могут зарабатывать на этом канале. Это чьи-то личные или какие-то проекты. То есть людям делать нечего, по сути дела? Нет, они кому-то хотят навредить, допустим, или хотят какой-то значимости, или, находясь, понимая, что интернет не анонимен, хотят выпустить своих демонов. Телеграм же вроде как остается неподконтрольным. Я рассматриваю любые источники, любые мессенджеры, я рассматриваю как скомпрометированы, сейчас или в будущем. Не доверяю. Целый ряд вопросов нам еще поступил. Сегодня прям взрываются наши каналы. От Федора Телина вопрос. Штаб Навального. На президентских выборах 2018 года наблюдатели от Общественной палаты РБ не подали ни одной жалобы на нарушение, при том, что все участки были закрыты представителями Общественной палаты. На ваш взгляд, какова вероятность, что при голосовании по Конституции будет подана хотя бы одна жалоба, или вы полагаете, что голосование в республике проходит исключительно честно в целом выборы? Я думаю, что от выборов к выборам голосование проходит все чище и чище. Это раз. Во-вторых, про 18-й год я ничего не знаю, я тогда не работал в этих структурах, я был избирателем. Я видел каких-то людей, которые от Общественной палаты, видимо, это были общественные наблюдатели. Я думаю, что жалобы будут. То есть... А зачем еще нужны наблюдатели? Федор пишет, что их не было, поэтому и задает вопрос, будут ли они. Инициировать специально мы, наверное, их не будем, чтобы, ну-ка, пишите жалобы. Что есть, тут же как ценное указание дать в том плане, что если будет нарушение... Кому?
наблюдателю сказать, что надо вот не... Ну, как-то я не знаю. Ну, а как он это... Из пальца высасывать не надо, понятно, но вот все-таки быть наблюдательнее и объективнее. Я думаю, это их долг общественных наблюдателей. Ну, как говорится, надеемся, да? Тем более вы сказали, что все желающие могут прийти, зарегистрироваться и стать таковыми. Ну да, там есть определенная процедура, вот, ну, которую нам спустила Общественная палата Российской Федерации. Посмотрите на ОУП Башкортостан.ру, там, ну, мы сейчас только об этом все вспомнили, мы про это уже рассказываем, ну, с весны. Мы должны еще к теме национальной идентичности вернуться в свете событий, связанных с конфликтом некоторых частей элит Башкортостана и соседнего Татарстана на фоне надвигающейся переписи и всяких акций вроде башкирского диктанта, который у нас состоялся. Северо-западный диалект башкирского языка, который некоторые называют фактически татарским языком. Вы, как человек, который про идентичность часто пишете, вот как вы это себе видите? Какой это язык на самом деле? Более того, у меня, ну, корни как бы из, ну, части северо-запада, ну, Бишбулякский, Чекмагушский район. Так. Вот я говорю как раз на таком языке, который, ну, кто-то называет северо-западным диалектом башкирского языка, кто-то называет там татарским языком. Вот. Среднетатарским. И какой же это язык все-таки? Я не, ну, как сказать, ну-ка быстро определись, маму любишь или папу. Вот. Во-первых, я, как сказать... на ИСТФАКе проходил старотюркский язык, вот, который был, ну, письменный, литературный, вообще как бы не различал, где там татарский, где башкирский, как-то он по-другому звучал, вот, и все им пользовались, ну, как латынью примерно. Вот. Во-вторых, ну, вот, как я говорил, четко вот так вот, так я и буду продолжать говорить, независимо от того, как это будет называться. Это хорошо. Да, да. Ауыз тутырып рахатларны өзінің тілінде сөйлешерге мен тырышырмын. Вот. Потом я понимаю, что тут еще, ну, как бы много политики в этом вопросе. А зачем она тут нужна? Жили бы и жили себе дальше, как жили, в принципе, много лет. Ну, понятно, что у наших братьев-близнецов в соседней республике, ну, пришла очередная пора вспомнить о тех, кто живет за рекой Ик. Это периодически бывает, на моей памяти раза 3. Не они же называют башкирский язык восточным диалектом татарского, но не они же. Это очень интересная идея для этнополитологов Татарстана, очевидно. Вот. Там, ну, тоже были, как сказать, это места, где через полосица. Вот, где в одной деревне, допустим, вот моя деревня Старокалмашево, Чекмагушского района, я, ну, поднимал вот там материалы переписи, вот там типтяри, башкиры и татары, допустим, и, ну, по фамилиям можно как бы, ну, разобрать по их потомкам, кто и как. А говорили и выглядели все примерно одинаково. То есть есть такой момент, ну, который делает там нацию или там общность, это общность исторического пути. Вот для меня еще важно тот путь, который я вместе со своей республикой, вместе с моими дорогими башкирами, друзьями, вот, и, там, татарами или людьми мультиидентичности здесь прошел, вот, ну, за вот мою биографию уже, в принципе, как почти полтинник. Вот, и это меня, ну, делает с каждым годом все более башкиром, допустим. Вот. Этот, ну, момент, как бы, ну, вот осознание такое. Я был, когда 100 кураистов здесь, да, в 17 году возле памятника Салавата Юлаева, 5000 там просмотров, перепостов куча, да, моего поста, и я стоял, плакал там. Вот. Я помню, как бы, когда, ну, разрушали татарскую гимназию, когда здесь вот, в Башгосфилармонии хоронили, ну, певца из Чекмагушского района Венера Мустафин, да. Вот этот весь сложный путь я прошел с моими друзьями, которые, ну, всегда были серединка на половинку. Вот, и вот я сейчас все больше и больше нахожусь, ну, подхожу к тому, ну, моему ощущению. Потому что, ну, от того, что моя речь или там часть, ну, моей родни, ну, Мишари, приехали там из Татарстана в 18 веке, ну, вот меня, ну, не так сильно сближает с Татарстаном, как вот сейчас я чувствую, ну, вот это мой проект Башкирии, который 100 лет, 101 год. Башкортостан. Ну, а власти-то к этому придут когда-нибудь, что вот это вот так все на самом деле чуть сложнее, чем тупое деление? Ну, я не думаю, что это тупое деление. Это попытка, ну, в том числе, вот был, я так понимаю, что каким-то политическим путем принимали вот этот вот башкирский язык правильный, литературный, который сейчас называется литературным, да, а вот этот вот, ну, не башкирский. Вот. Ну,
Это же тоже было когда-то принято решение. Вот. Ну, я против того, чтобы меня кто-то отвергал или кто-то причислял, вне зависимости от моего воли. У нас буквально минута, я попробую задать вопрос, все-таки такой больше философский, но он жизненный. Вот есть активист из Чекмагушевского как раз района Руслан Нурдинов, который в последнее время довольно-таки серьезные вещи предъявляет местным властям, обвиняет их в том, что они его преследуют. И это наводит на мысли, вот если он прав, что у нас вот это байство местное, да, оно никуда не делось. Никуда не делось. Это но постепенно изживается, я надеюсь, да. Ну, байство и, активисты вот того штаба, по-моему, или нет? Не, он сам по себе. Он вообще себе, к политическим силам никак не относится. Нет? Ага, я вчера только заинтересовался, начал изучать там его странички, заходил. Ну, я думаю, мы о нем еще поговорим неоднократно в последующих эфирах. А сейчас наше время подходит уже к концу, оно уже подошло к концу. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя, руководителя аппарата Общественной палаты. И сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в Башкортостане. А также публициста Шамиля Валеева. Всем пока. Пока. Никакого